В эфире Абаза ТВ, биографический салон. Сегодня у нас в гостях ветеран национально-освободительного движения абхазского народа, кандидат философских наук. В настоящее время он руководит Центром социально-экономических исследований. Я думаю, вы догадались, о ком идет речь. Это Олег Домени. Олег Несторович, я приветствую вас. Давайте поприветствуем нашего гостя. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию, согласились поделиться своей историей. Ну, по традиции этого проекта мы начинаем с самого раннего детского периода нашего героя и не будем отступать от этого правила и сегодня. Хочу попросить вас поделиться одним-двумя эпизодами из детства вашего. Я знаю, что вы выросли в селе Губ. Вот какое это было время? Что это были за люди? Какие были традиции? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо прежде всего за то, что вы пригласили меня. И вот дает мне возможность перед такой аудиторией выступать. Но выступать это нелегко будет мне, потому что аудитория слишком просвещенная. С одной стороны это легко, с другой стороны, может быть, это и трудно. А что касается моего детства, знаете, был такой знаменитый, известный русский писатель Тургенев. У него есть роман «Отцы и дети». Там есть главное действующее лицо Евгений Базаров. Он говорит, что мой дедушка пахал, и я этим горжусь. Я из деревни не перестал быть деревенским. Может быть, особо гордиться мне сегодня не приходится, но и не печалит меня, что я деревенского происхождения. К сожалению, этой деревни уже нет. По существу. Земля осталась, лес остался, а людей нет. Особенно тех, среди которых я рос. Это были, если не громко и не резко будет сказано, другие абхазы. К сожалению, их единицы сейчас. И эта территория уже пустая. Она такая же красивая с точки зрения природы, но эту красоту придавали люди, которые заботились об этой территории. Их уже нет. Да, кончал я школу деревенскую и в Гупах, и в Паквешах среднюю школу кончал. И там это были грузинские школы. Но я не могу исказить или чернить свою собственную совесть и говорить о том, что педагоги были такие-сякие. Педагоги были грузинские, но очень порядочные и профессиональные. Они очень заботились о детях. И они учили нас хорошо. Я до сих пор помню много грузинских стихотворений. А как не любить грузинскую литературу, грузинскую культуру? Как не любить, как не уважать и не ценить? Я это себе не представляю. Другое дело грузинская политика. Это совершенно другая сторона медали. Об этом мы еще поговорим сегодня. Олег Несторович, вот вы стали дальше учиться в Сухуми, да, это был пединститут. Ну вот вы сами сказали, что вы из села, и вот интересно, когда вы приехали в столицу, в город, вот ваши отношения с городскими жителями, как выстраивались, на чем они строились? Ну да, это был 55-й год. Тогда, в 54-м году, политика в СССР изменилась в определенной степени. И это благоприятно сказалось на ситуацию в Абхазии. Грузинские школы, которые заменили абхазскую школу в свое время, примерно чуть более 10 лет тому назад, значит, вновь абхазские школы были открыты. Но специалистов для абхазских школ не было.
Я очень любил математику, особенно геометрию. И хотел на математический факультет. Но меня здесь представители интеллигенции того времени, они предварительно встречались с абитуриентами, которые поступали в ВУЗ, и просили, умоляли идти на другой факультет. Факультет абхазского языка и литературы и русского языка и литературы. Это была специальность двухпрофильная. В таких педагогах, особенно в абхазском языке и литературе, наши школы, естественно, нуждались. Уже один курс был набран, 50 человек, а наш курс был вторым. И вот мы оказались здесь, в Сухуме. Для нас это, конечно, было непривычно, потому что в основном 80, если не более, процентов это были сельские выпускники. Были и среди нас выпускники городских школ, в частности, города Сухум. Они не знали абхазского языка, но мы не знали русского языка. Они нас учили русскому языку, а мы их абхазскому языку. И уже на втором курсе выпускники русских школ города Сухуми вместе с нами в коридоре во время перемен пели абхазские песни и танцевали абхазские танцы. И грузины тоже, услышав, зная, что мы будем делать там, грузины нас окружали. И, кстати, это каким-то тайным образом сказывалась новая обстановка, и в этих новых условиях нам хотелось внутренне, неосознанно, внутренне хотелось новой аудитории сказать, кто мы. Русского языка я не знал, но были такие преподаватели у нас русского языка, русской литературы, методики преподавания русского языка и русской литературы в абхазских школах. Такие специалисты были. Вот, в частности, я в прошлый раз вам называл фамилию Дубровин. Это был старик, вот такой, как я, примерно моего возраста. У него не было даже зубов. Но он так произносил русские слова. В его устах русский язык звучал как музыкальное произведение. И ему было достаточно один раз произнести это слово, чтобы мы запомнили раз и навсегда. Он легко даже говорил сам, что в абхазской аудитории ему легче, он чувствует себя лучше, чем в русской аудитории. Так внимательно мы не только слушали, мы внимали. А тем более, когда среди нас были такие знатоки русского языка, тогда школы выпускали, это был другой уровень совершенно. Это был другой уровень. Вот учился среди нас, я говорил, Артур Аншба. Он ошибку допустить не мог, если даже хотел бы. Настолько автоматизированное было письмо на русском языке. Он не говорил так, грамотно, устно, и писал так. Да, и это, знаете, и кроме того, что хочу сказать, вот в частности, нам преподавала философию русская женщина из Москвы, которая вот как бы потянула меня к философии. Да. Но она не в таком уж возрасте, молодом возрасте была. Ее супруг был директором ЕПИТа, академик Академии медицинских наук СССР. Она сама была кандидат наук, выпускница МГУ. Очень образованная и культурная женщина. Как она относилась к абхазским детям? Как она относилась? Это нужно написать, к великому сожалению.
теперь уже, видимо, и некому писать. Олег Несторович, хочу вас вернуть к событиям 56-57 года, когда вышла книга Ингорокова. Да. Вот как повлияла она на вас в вашей среде Книга молодой? Ингорокова вышла чуть раньше 20-го съезда, 56-й год. Ингорокова книга вышла в 54 году. Сразу мы не знали, не узнали, что там написано и так далее. Но постепенно эта информация доходила и до нас. Но когда прошел 20-й съезд, и была критика культа личности Сталина, и это обнародовано официально, а грузины, конечно, стали бастовать не только в Тбилиси, но и в Сухуми. Их было, естественно, абсолютное большинство в городе. И они собрались у памятника Сталину в парке, где сейчас покоятся наши герои войны. Там большой памятник Сталину. Они там собрались. Когда мы стали интересоваться, к Сталину у нас было уже достаточно определенное отношение. Берия был тоже уже, не было его в живых, он был убит, а Сталина, культ личности Сталина, 30-е годы, вот эти репрессии, конечно, далеко мы не все знали, но информация доходила и до нас. Когда грузины вышли в защиту Сталина, мы с другой стороны стали возмущаться, но к этому это обострилось в нас, когда мы узнали о книге Ингорокова. Многие из нас знали грузинский язык, и многие из нас, будучи студентами первого курса, второго курса, читали эту книгу. И, конечно, она возмутила нас. И это вызвало противостояние и среди студенческой общественности. Через 2-3 дня в Моквах мы собрались. У храма мы собрались. Помнится, туда приезжал Лобахова. Это был председатель Совета министров Абхазии. Он туда приехал. Он выступил перед нами на абхазском языке, на изысканном абхазском языке. И его выступление на нас, конечно, оказало влияние. Мы протестовали, но не хулиганили. Мы могли вести себя по-абхазски. Когда вы поехали учиться в аспирантуру в Москву, вот расскажите об этом периоде, он достаточно интересный. В моей жизни это деревня и это Москва. В Москве, поступив в аспирантуру, я оказался в особой атмосфере. Я оказался в кругу очень мудрых, очень подготовленных, репрессированных и отбывших наказание и вернувшихся в Москву. Бахтин, который был полностью слепой, его водили по рукам в аудиторию. Будучи слепым, он читал лекции. Лосев почти тоже полуслепой. Это знаменитости мирового масштаба. Понимаете, я оказался в институте философии. Этот институт философии был, знаете, противостоял всему остальному философскому миру в мире. Потому что это был центр марксистской философии. А там институты, университеты, кафедры и так далее на Западе, они марксистскую философию вообще и не признавали, и не изучали. А там другая философия была. То есть мир был разделен на две идеологические доктрины. С одной стороны марксистская, с другой стороны капиталистическая. Вот институт философии противостоял всему остальному миру. Помнится мне хорошо, это был 1967 год, Международный философский форум. Проходил в знаменитом зале. Зал, который вмещал около 2000. Архитектурное оформление, это здание и до сих пор стоит на Волхонке.
Там был институт философии. И что хочу сказать, все знаменитости мира собрались. А как втиснуться мне и Константину Несторовичу Думанову, я не могу сказать сейчас, как втиснуться туда. Мы втиснулись и находились в зале. Помнится мне хорошо, слово предоставили знаменитому философу, математику, логику Адаму Шафу. Он в свое время возглавлял Львовско-Варшавскую школу. Это до войны. А во время войны, когда эту территорию присоединили, он переехал в Варшаву. Он автор двухтомник истории русской философии. Блестяще издал русский язык. Ему предоставили слово. Когда он к трибуне подошел, он обращается к президиуму и говорит: а вы почему мне переводчика не даете? Они ему не дали, думали, что он будет на русском языке говорить, а там рабочими языками был английский и русский. Но когда он так сказал, заполошились, они засуетились и стали искать переводчиков. У них целая бригада переводчиков и переводчиц сидела там, и кого-то позвали. И в это время в зале поднимает старичок руку. Ему дают слово, что Михаил Константинович, его звали Михаил Константинович Дымник, старичок, знаменитый философ 20-х годов, русской классики, Серебряного века. Он один из тех, кто вот составлял вот этот Серебряный век. Я, говорит, буду его переводить. Теперь Адама Шафа спрашивает: вы на каком языке хотели бы переводчика? А тот говорит: на любом европейском языке. А когда Дымник подошел к трибуне в качестве переводчика, Адам Шаф спрашивает его: мне на каком языке доклад вам зачитывать свой? Он говорит: на любом европейском языке, включая мертвых. Он санскрит знал и был переводчиком древнегреческих письменных источников санскрита. Все это переводились, все это благодаря ему, русскому читателю, по сей день все это досталось. Вот представьте вот таких людей, собранных в одном институте. Работал знаменитый Ильенков Евальд Васильевич. Его книга, маленькая книга, называется «Логика капитала Маркса». Она до сих пор считается лучшим произведением в мире. Вот на базе его теории, его гипотезы, но это научная гипотеза, была создана в Подмосковье школа. Есть такой маленький церковный центр, русский православный центр Загорск в Подмосковье. Там была вот эта знаменитая школа. До создания вот этой школы считалось и в науке, и на практике, что дети, рождающиеся слепо-глухонемыми, они социализации не подлежат. Они не могут освоить вот этот социальный материал, они не могут стать людьми. А такие дети и сегодня рождаются в мире. А на его теории, на базе его теории вот эта школа функционировала, которая пыталась их лечить. Там обучалось более 400 таких детей. Их выучили, научили. Но говорить они, конечно, на таком языке не могли, на каком мы с вами говорим. Но они стали полноценными людьми. Помнится мне очень хорошо, кстати говоря, это происходило в Ростове-на-Дону с участием Евальда Васильевича Ильенкова. Там была международная конференция. Все вот эти четверо, из них один доктор психологических наук, другой художник. И разные специалисты, они в разных местах работали.
И вот в Ростове-на-Дону на конференции я тоже оказался там на повышении квалификации. Я, конечно, пришел туда, присутствовал. Помнится мне хорошо, когда девочка молодая, значит, слепо-глухонемая. Она информацию получает по тактильным каналам, и таким же каналам она передает свою информацию. Вот она написала стихотворение, посвященное березе. И иностранный корреспондент задает ей вопрос. Она говорит: вы не жалеете, что вы живете? Она ему отвечает: я не себя жалею, а я вас жалею. А он говорит: почему? Вы не видите то, что я вижу. Понимаете, как она отвечает? Да, на самом деле у них другой мир, но они люди полноценные. Более того, когда их руководитель, профессор Мещеряков, умер, он похоронен на Новодевичье кладбище. Вы можете, если кто-то попадет из вас в Новодевичье кладбище, если у входа в это кладбище вы спросите, где похоронен профессор Мещеряков, вас поведут. А там его бюст, памятник стоит. Автор этого памятника выиграл конкурс, он был знаменитый человек, выиграл конкурс, его ученик слепо-глухонемой. А там все написано это. Поговорим о том периоде, когда вы вернулись в Абхазию, вы работали в ГИСХе, да? Потом подготовка к составлению, к написанию знаменитого письма 130. Вы являетесь не только подписантом, но и соавтором этого письма. Но когда вернулись, здесь была, конечно, другая ситуация. Особенно после 1972 года, когда Шеварднадзе пришел к власти. Начались буквально, можно сказать, тихо, незаметно, тайно какие-то репрессии. И причем задерживались люди, которые ни к науке, ни к культуре, ни к истории Абхазии не имели отношения. Но это были люди, которые знали абхазских ученых, абхазских писателей. Это были люди, которые им помогали материально. Материально как? Значит, деньги не делали, но вот здесь Валерий Леонардович сидит в этот институт, очень много российских ученых, профессора приезжали в наш институт. Значит, Шалву Денисовичу, Георгию Алексеевичу нужно было гостей пригласить в ресторан или уделить им внимание, а все это они организовывали, они это делали. А в Тбилиси это знали. И таких людей задерживали, да? Ну да, таких людей они задерживали, потому что, значит, москвичи слишком зачастились. Если чиновники, советские чиновники приезжали на госдачу в Пицунде, да, а вот представители интеллигенции, русской интеллигенции, известной, Твардовский здесь отдыхал, Симонов здесь отдыхал. Они бывали у Дмитрия Иосифовича Гуля. Вы думаете, это очень нравилось в Тбилиси? И потому мы оказались в какой-то другой атмосфере. Эта атмосфера сильно отличалась от московской. Там наука, там культура, там литература, там театр, там опера, там все, что хотите. Везде звезды. На сцене звезды, в институтах звезды. А здесь, конечно, другая была атмосфера. И потому нам пришлось как бы переквалифицироваться, переформатировать себя ли, что ли, в известной степени. Да. А как вот вы включились вот в эту общественно-политическую жизнь? Вот почему? Да, Какие это были события? Что этому предшествовало? Не могли, не потому, что мы хотели какие-то должности, какие-то у нас были амбиции, там, быть богатым или быть в должности и так далее. Нет, для нас, для ученых, истина, это была ценность высшей степени.
а другой не было. А вот Владимир Цвинара, он Гёте переводил с оригинала. Понимаете? А как он мог Гёте перевести с оригинала и тайно преследовать какую-то цель, меркантильную какую-то цель? Это исключенный вариант. То есть вами двигала идея, да? Идея, исключительно идея. Ценность, истина, красота поэтическая или музыкальная, или еще чего-то, значит. Вот что их двигало всех, и меня в том числе. Я не мог, я был в этом коллективе. Когда вернулись все, мы были очень дружны в том плане, что нам здесь как-то со всеми влиться в нечто органическое нам было тяжело. Люди, которые получили такое образование, а здесь, то есть, происходила смена поколений тоже. Да. То есть вы держались чуть обособленно, можно так сказать? Мы немножко особняком держались. И когда вот пришло время, что нужно было что-то сделать, что-то среагировать на эти процессы, которые происходили, мы это делали тайно. От наших людей мы это скрывали. Георгий Алексеевич этого не знал, Шалва Денисович этого не знал, Зураб Венарович этого не знал, никто не знал, Баграт Васильевич этого не знал. Они узнали, правда, от нас после того, как это письмо из Москвы в Тбилиси пришло. А вот как вы его писали, вот это интересно, в условиях вот такого жесткого контроля, да, советского государства. Как удалось написать это письмо? Написать, кстати говоря, 50 владевших пером у нас было немало, все владели пером. Но с одной стороны, надо было это грамотно, политически, грамотно с точки зрения той конъюнктуры советской. А советское государство было очень крепкое и жесткое. Значит, я говорил, вот когда письмо наше прочла Марина Ефремовна Эшба, она была женщина, конечно, профессионал, художник, скульптор, что и говорит, но и грамотная. И она очень тонко заметила следующую деталь. Когда, говорит, вы пишете, правильно вы пишете, хорошо вы пишете, но вы должны учитывать того чиновника, как тот мыслит, как тот читает, как он думает. Вы должны это учитывать. Он будет ваше письмо оценивать и может оценить не совсем адекватно. Соответственно, этим всякие крепкие выражения, разные сравнения и так далее, какие могли быть, иметь место в письме, мы убрали. Да, и что хочу сказать, для нас, конечно, очень важно было не просто красивое письмо написать, а нам важно было письмо, которое реально и адекватно отражает и выражает то, что происходит сегодня в абхазском обществе. Содержательное в середине письмо. 70-х годов. А это, чтобы это отразить в письме, надо было изучить. Мало ли что там кто-то что-то говорит, недовольство выражает на улице и прочее, прочее. Надо было документы собрать. Вот где у нас возникли очень серьезные проблемы. Их достать было не так-то просто, потому что речь шла о секретных документах. И, кстати говоря, она, слава богу, жива. В абхазском пединституте работала Люда Авицба. Она жива еще. Она жива, слава богу. Она работала в секретном отделе пединститута. Меня направили к ней за одним документом. Вы, говорит, можете не говорить ей. Она, говорит, знает, что вы нуждаетесь в этом документе, и она вам передаст. Она мне этот листочек передала, не сказав ни одного слова. И я взял, не сказав ни одного слова, потому что подслушивалась уже тогда. Она тоже могла погореть на этом деле. И вот так мы собирали документы
И собралось этих документов, значит, 2 крупные папки. У нас не только это письмо было, и еще 2 письмо было, еще более сильное, потому что в этом письме констатируется реалии. Только в редких случаях, в очень важных случаях ссылки даются. Но огромное количество материалов мы имели, располагали, и мы положили Бровикову на стол, Шеварднадзе на стол, Колбину на стол положили. И им тяжело было ответить. Они сразу же, конечно, это думали, что сперва пустили такую версию, что не может быть, чтобы Абхазии написали на таком языке, на таком русском грамотном языке, чтобы Абхазии могли бы кто-то написать. Значит, версия была такая, что кто-то, по всей вероятности, им написал. Но потом эта версия не подтвердилась, когда мы стали с ними в контакты входить, вернее, они нас вызывали, допрашивали. Представители следственных органов, представители партийных органов, руководящих органов спрашивали поодиночке. Да. Но когда убедились в том, что мы обладаем огромным количеством материалов, фактов и так далее, им пришлось, конечно, снизить накал. Да. И потом, после того, как они узнали, что это все-таки ими написано, они интересовались, какова же мотивация этого письма, что их побудило, что их заставило написать вот такое письмо. Они пришли к выводу, по всей вероятности, авторы, уже круг написавших тоже был известен, по всей вероятности, этот круг хотят какие-то должности, либо еще какие-то, потому что все мы были без квартиры, даже прописки не было у меня здесь, в Сухуме. И прописки сразу сделали, и квартиру стали давать, и должности предлагать и так далее. Никто на это не шел, никто не среагировал на это. Но самое интересное, то, что я вам не говорил, скажу, к великому сожалению, его, наверное, нет в живых. Они искали, там же 130 подписей, искали, что это написать-то они написали. Но этот шахтер откуда взялся? Каким образом? Его бедного Михаила Бигвава, односельчанин Валерия Бигвава из села Тхен, он был герой соцтруда, шахтер, известный, знаменитый, уважаемый не только в Абхазии, в Грузии, в Москве. Герой социалистического труда – это было звание очень значимое, политически значимое. Он подписал. Его уговаривали. Когда не стали отставать от него, он сказал: я сложу звание своего героя соцтруда, но от своей подписи я не откажусь. Искали они таких людей, которых якобы мы их агитировали. Они не знали, подписали, не понимали, им пришлось просто подписать и так далее. Нашли одного такого, который, не прочитав письмо, подписал. На бюро его пригласили 22 февраля 1978 года. Он был директором совхоза села Яшер по фамилии Запшипа. Он тоже был, какое-то звание имел, я не помню сейчас, какое звание имел, но он подтвердил: да, я не читал, но подписал. А теперь на бюро его вызвали, чтобы он это подтвердил на бюро, что он, не прочитав, подписал и так далее. Им нужен был и такой факт. А когда на бюро зачитали это письмо, читал Борис Иванович Тарба. Он зачитал вот это письмо от и до, тот руку поднимает, Валерий Михайлович Хенба был первым секретарем, тогда, слава Богу, он жив. Взявший по руку поднимает и говорит: я не читал, но, конечно, я такое письмо подпишу. Слава Богу, что я подписал.
и так далее. Хорошо. Вот такое тоже Спасибо, было. спасибо, Олег Несторович. Предвоенная ситуация, работа в Верховном Совете. Вот что об этой ситуации можете рассказать наиболее такие яркие моменты? Вот грузинская фракция, вы. Первое время после событий 1978 года, первые годы шли хорошо. Началась кампания братания грузин и абхазов. Мероприятия проводили в Тбилиси, мероприятия проводили здесь. И, естественно, мы не были такими рогатыми, чтобы наезжать на Грузию, на грузин и так далее. Мы считали себя и правильно считали, мы нормальные люди. К грузинам должны относиться хорошо, уважительно. И в общении с грузинскими коллегами, в том числе руководителями, мы легко вступали, не отвергали. И это им было на руку, и вот таким образом как бы ладилось с точки зрения верхов, конъюнктура работала, и вот они как бы пошло нормализация, можно сказать, внешне как бы нормализовалась ситуация. Тем более постановление было, университет открыли, телевидение создали, там журналы, там еще. Значит, 500 миллиарда советских рублей было выделено Абхазии. Понимаете, это большая сумма. И само вот это постановление, это исключительный случай в истории Советского Союза, не было аналога, чтобы низы потребовали и верхи принимали по их требованию решения. Не было такого. Да. И с этим мы не могли, конечно, грузины не считаться. Но политика, которую они проводили по отношению к Абхазии, в принципе, она, по существу, она оставалась. Мы это знали, мы это понимали. Но, тем не менее, на обострение мы искусственно не шли. Где-то уже к концу 80-х годов, когда началась либерализация или демократизация советского строя, когда руководство в Москве стало быстро меняться и так далее, и Запад посчитал, что пришло время демонтажа СССР, значит, в Прибалтике, на Кавказе, да и в Москве, везде началось это движение. Значит, вновь движение началось уже, как вам сказать, значит, предельно открыто. Письмо, Манана Михайловна наверняка помнит, письмо, которое мы из Тбилиси получили, как должны вести себя грузины в Западной Грузии. Как они должны себя вести. Мы, естественно, являлись оккупантами на грузинской земле по этому письму. А там целое письмо было. Целое письмо, это учебник был. Не просто, то есть как грузин должен вести таким-то, таким-то образом и так далее. Мы почувствовали уже к концу 80-х годов, мы почувствовали серьезную угрозу, и нам пришлось создавать свою тоже организацию. Вот Айтгалара таким образом сформировалась. И она сыграла, конечно, ключевую роль, что и говорит тогда. И вот, как вам сказать, к этому времени, когда массы стали подниматься, массы стали как бы втягиваться в политические процессы, то, что 70-е годы были при нас, и 80-е уже разница была большая. Значит, знаете, на Лыхненском сходке, вот в 1978 году, там, где 40 тысяч абхазов собралось, мы слушали от начала до конца, ни одного выступления антигрузинского характера не было. Более того, говорилось, даже открыто, крестьяне, выступавшие, ораторы, говорили, грузины наши братья. Они должны выступать против этой политики антиабхазской. Они должны помогать нам. Вот как они выступали тогда.
А сейчас уже, конечно, антигрузинское настроение в абхазском обществе приобретало широкий и глубокий масштаб. И уже к тому же, к этому времени уже было востребовано появление нового поколения. И новое поколение очень быстро формировалось. И у нового поколения, которые пришли, скажем, вот на авансцену политической жизни, вот такой базовой, морально-психологической, научной и другой профессиональной подготовки не было, какое было в 1978 году. И, как вам сказать, тем не менее, вот отголоски 70-х годов, они все-таки сказывались, они тоже были в сознании людей, они были. Но уже ситуация, конечно, менялась. И вот события 70-х лет, 60-х лет, вообще 20 века, начиная с 20-х, 30-х и так далее, все это, знаете, вообще, все это не исчезало, никуда не уходило. Это в подполье, в подсознании человека, людей это оставалось, и вот это не могло не вылиться уже в начале 90-х годов. И война, ну, конечно... Правильно ли я вас понимаю, что для вас вот начало войны было ожидаемым все же? Конечно. Почему, вы думаете, да, Грузия все-таки решила вот таким путем вертолеты пойти? летали с оружием, и они раздавались на наших глазах. Были в органах и такие люди, такие грузины тоже были, которые информацию передавали нашим. Они боялись тоже. Они не хотели войны. Но они видели, к этому идет, потому что в руководстве Тбилиси уже рвались люди очень экстремистского толка. Шеварднадзе хоть знал какие-то правила, нормы, как вести политическую жизнь, как управлять обществом. Он знал, он был опытный, но его уже не было здесь. Уже другие пришли, другие приходили и стучали в кабинеты. А это были люди другого типа. Да. И они знали, что здесь будет война. И мы тоже это знали. Потом мы начали ездить по Северному Кавказу. В известной степени мы не чуть ли одними из первых, кто появился на Северный Кавказ с такой миссией. Грузины это знали, и наши местные грузины уже на уровне Верховного Совета недовольство выражали тем, что мы с вами братья, а вы едете там с чеченцами, с кабардинцами и так далее, сватаетесь. Почему вы это делаете, и прочие свои недоумения. Если это было недоумение и так далее, они высказывали уже. А мы шли, конечно, не от хорошей жизни. Да. Олег Несторович, как вы считаете, вот вы говорили в самом начале о грузинской культуре, о грузинской интеллигенции, а вот с началом войны их голоса не было слышно. Почему, как вы думаете? Если я не ошибаюсь, никто из них не высказался вот против начала военных действий в Абхазии. Ну, знаете, тогда и с нашей стороны, особенно когда Северный Кавказ стал проявлять большой интерес, но избежать войну, это от нас не зависело, кстати. Да, избежать вряд ли, я не вижу, и до сих пор я не вижу возможности, какие-то тактические маневры и так далее, какие могли быть, должны были быть и так далее. Я и сейчас тоже не вижу. Им надо было войну. Она, кстати говоря, не столько грузинам это надо было, сколько Западу надо было это. Потому что Запад вот сейчас тоже не совсем недавно на днях показали карту, как Запад видит будущее России. А тогда эта карта была еще более пестрая. Как они хотели переформатировать территорию Советского Союза. И совершенно не входило в их сценарии,
Грузино-абхазская война им нужна была против России, а не за Грузию и против Абхазии. У них не было. Эта война им нужна была против России. Хорошо, это понятно, но вот почему все-таки в среде, скажем, научных кругов Грузии, культурных и так далее, не было голоса против войны в Абхазии? Вы знаете, в научных кругах были такие голоса, но они не были услышаны. Я могу привести один пример. Потому что здесь Манана Михайловна присутствует. Она, кажется, если не ошибаюсь, присутствовала на встрече в Вене, где Нико Чавчавадзе был. Был знаменитый директор Института философии, академик Нико Чавчавадзе. А это уже после войны, значит, грузино-абхазские встречи проводились. Меня там не было, я его знал хорошо очень. Он меня тоже знал очень хорошо. Мы с ним общались очень тесно. Вот он в Вене сказал фразу такого рода. Он не призывал Абхазию и Грузию дружить, брататься и прочее, прочее. Мы, говорит, уже запоздали, примерно мысль такая была сформулирована им. Абхазам и грузинам нужно будет разойтись, как я со своей женой. Он был семейный, у него был сын, от белокровия умер, он и она не вместе остались. Ну, не могу сказать, по какой причине, но разошлись. Что он сделал? Все, что было в квартире, а он директор института, академик, значит, в центре города жил, в хороших условиях, все, что было в квартире, он оставил ей. Сам поселился где-то в однокомнатной квартире, зарплату приносил ей. Это советское время. Зарплату приносил ей. Она что делала? Она приходила там, где он живет, убирала всю квартиру, стирала, еду готовила, в холодильник ставила запасы и так далее, и так далее. Она по-прежнему продолжала свои функции жены, продолжала она это делать. А он продолжал свои функции по отношению к ней тоже делать. Вот примерно, говорит, по такой схеме нам нужно будет построить свои взаимоотношения. Да. Но, конечно, его вряд ли его могли услышать. Значит, и были такие тоже. Кстати говоря, еще другой факт я могу припомнить. Здесь тем более живет мать этой девочки по фамилии Бигвава, Роман Бигваибха. Здесь она живет. Она замужем за осетина. Этот осетин живет в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Но он переселился теперь уже. Кажется, здесь они собираются жить. Она была студенткой Тбилисского университета. Со своей матерью на электричке в пригород ехали то ли отдыхать, то ли еще что-то во время войны. И девочка увидела, как внутри вагона толпа сгущается вокруг одного молодого парня. И они напали на этого молодого парня, узнав о том, что он воевал в Абхазии. Бросил войну, вернулся домой, и вот в вагоне он оказался тоже куда-то едет. Значит, публика стыдила его. Ты как мог своих друзей бросить их на войну и вернуться, убежал и так далее. Начали его стыдить. А он говорит им, этой толпе говорит, я, говорит, думал, что Абхазия – это часть Грузии. Когда я там оказался, я убедился в том, что, оказывается, это никакая часть Грузии. Я думал, что Абхазия – это те же самые грузины. Оказывается, они не грузины.
они, вы понимаете, с криком «Варада» идут на войну. Они пулю встречают. И так далее. Когда он все это сказал, вот, она слушала, записала и опубликовала на английском языке в Америке. Это письмо, написанное, вот эта маленькая заметка, то, что она услышала, увидела и так далее, все это и сфотографировала, и написала, значит, это и есть. То есть такие отдельные заявления, мнения могли иметь место, но они не были услышаны на самом-то деле в грузинском обществе. Более того, вот здесь Хатуна и Илона, они слышали. Мы недавно ездили по всей Абхазии. Вы знаете, что гальские мигрелы говорят? Тбилисцы, говорят, тбилисские жители, вам, абхазам, больше верят, чем нам, мигрелам. Жалуются почти все. Вот. Олег Несторович, давайте поговорим о военном периоде, вот то направление, которым вы занимались. Вот что было вам поручено за войну? Ой, поручено было и такое. Например, скажем, написать письмо от имени наших писателей. От имени наших писателей тоже было такое поручение, и мне тоже пришлось такое письмо написать, но я вижу, не единственное, мне приходилось такое делать, понимаете, уже настолько мы разбросаны были, писатели в Гудаутах не все, 1-2 человека, и больше остальных не было, и нам приходилось это делать. Но одно я запомнил раз и навсегда, я об этом говорю, это интересная вещь, очень интересная. Владислав Григорьевич меня пригласил, завтра ты должен в Адлер ехать, транспорт есть, тебя повезут, ты должен там встретить такого-то, такого-то человека, с ним ты придешь в Пицунду, там тоже знают, вы с ним будете жить вместе. Вот тебе тетрадь, вот такую толстую тетрадь мне дал, 2 ручки дал. Все, что он будет тебе говорить, ты должен писать. Я говорю, хорошо. У меня даже не было нечем одеваться и так далее. Там одели меня, переодели каким-то образом. Это уже было после освобождения Гагры. Я встретил этого человека, мы приехали в Пицунду, нас встретили, поселили. И вот оказался человек, доктор исторических наук, профессор, посол СССР в Организации Объединенных Наций. Уже Советского Союза не было, но он был в свое время послом, а в ДИП-академии он читал лекции. Уже в возрасте, пожилой человек, но крепкий. И вот он говорил мне вот факт, который я запомнил. Значит, мы будем исходить из того, что не только Гагру вы освободите, всю территорию Абхазии освободите. Тогда вам придется, говорит, создавать государство. Современное государство, говорит. Я понимаю, говорит, обычаи, традиции, нормы поведения и так далее на Кавказе, жители Кавказа, в том числе и Абхазии, говорит, я знаю хорошо, говорит. Эти ваши традиции и так далее, они очень важны для общества. Они очень важны. Вы их должны хранить, сохранить, ценить. Ни в коем случае от них отворачиваться. Понимаете? Что он тогда говорил в 1992 году? Но при этом имейте в виду, исходя из этих своих стандартов, ни в коем случае не пытайтесь строить государство. Это совершенно другой институт. И он приводит пример, как Чингисхан выигрывал войну. Но перед этим он говорит, вам придется тогда, когда вы будете создавать государство, вам придется своих людей, своих чиновников собрать, государственных деятелей, государственников. Они должны отвечать определенным критериям. Каким?
я как буду вам диктовать в таком же порядке, в такой же последовательности, вы пишите. Немножко забегая, я подумал, по всей вероятности, он первым назовет профессиональную сторону, отнюдь нет. Первым, что он мне продиктовал, и я записал, это моральная сторона человека. Но он не просто констатировал, он объяснял, и эти объяснения я все записывал. Моральная сторона. И он приводит пример Чингисхана. Как, говорит, Чингисхан выигрывал войну, выигрывал сражение. Ни одного сражения он не проиграл. Все сражения были ими выиграны. И как он этого добивался? Сперва, прежде чем вступать в сражение, он брал языки с противной стороны. 3, 5 или сколько мы могли брать. От них он подробнейшую информацию получал. Имея такую подробную информацию, зная состав противной стороны, их настроение, боеготовность и прочее, вступал в войну, в сражение с ними и выигрывал. Выиграв войну, вот своих людей, войска, он выстраивал на площади, поздравлял их с победой в этом сражении и особо отличившихся выделял из строя, награждал их почестями. После того, как их наградил, он выделял вот этих людей, 3 или 5 языков. Он выделял, мы с вами выиграли войну, но благодаря этим. Он их ставил напротив всей строя и награждал их самыми высокими почестями. Наградив их, вновь обращался к своим воинам и говорит: мы их наградили, говорит, высокими почестями, но они предатели. А предателя ожидает одна только участь. И тут же отрубал головы. Вы обратили внимание, вот сейчас украинцы разбомбили, где пленников держали, 50 человек убили. Но есть такая версия, и причем не только в России, и на Западе. Это специально было сделано, чтобы наказать этих людей, которые сдались в плен. Значит, этим самым вот этот профессор подчеркивал, что образованный, но безнравственный – это опасный человек не только в обществе, но особенно в государстве. Олег Несторович, назовите имя этого профессора. Кто это был? Вы знаете, этот тетрадь я, вернувшись, передал Владиславу Григорьевичу, не может не быть в этом центре. Фонд вы имеете в виду, да? Первого президента? Ну да, конечно, там все написано. Там еще не менее яркие страницы, важные для нашего государства, для нашего общества. Он, кстати говоря, Абхазию знал великолепно. Я многое из него узнал. Многие нюансы, потому что он был политик. А мы, политики, самоучки были. Спасибо большое. Хочу обратиться к аудитории. У кого какие вопросы? Может быть, по послевоенному периоду? Вот мы его не коснулись. Вот я часто слышу от многих подписавших письмо 1978 года. Наше письмо. Как вот мы писали письмо. Слышу именно тех, которые не умеют писать. А вот в отличие от них, ты так никогда не говоришь, ты же скрываешь, что ты написал костяк этого письма. Свидетельствую я. Примерно прошло 2-3 дня, котик Снарья мне говорит: пойдем, говорит, к Олегу. Он, говорит, что-то там пишет. Давай, мол, познакомимся. И мы приехали к тебе, и ты положил ручку на тетрадь. Я увидел, что еще
не заполнил 8-ю страницу этого письма. Вот просто мне вот такой вопрос. Почему ты до сих пор скрываешь, что ты автор? В конце концов, нету. Это как обычников грузинских-то нету. Дело в следующем. Я открою все скобки. Здесь незачем скрывать. Первым на эту тему я имел общение с Владимиром Цвинария. Третьим мы вдвоем обратились к Артуру Аншба. Втроем мы это никому не говорили, в том числе и Вове Агрба, Жора Шамба, там разные люди, разные наши друзья, близкие друзья, неразлучные друзья были, но никому не говорили. Это продолжалось очень долго. Но мы уже работали. И мы распределили работу между собой. Я начну писать материалы, нужные материалы. Там, скажем, в данном случае в письме есть достаточно подробное описание вот этого самого книги Шаву Денисовича Иналыпа, которая вышла в 1976 году, что грузине подняли там и так далее, и так далее. Вот это я не мог писать. А это Артур и Аншба писали. То есть я начну писать, каркас делать, а корректировать, редактировать мы втроем это делали. Я, конечно, больше склонен был пользоваться своей терминологией, философской, политической терминологией. Они как раз потому мне поручили, потому что философия все-таки ближе к политической тематике, чем филология, чем фольклористика. Потому они мне это поручили, но уже при обработке, конечно, я с каждой страницы, каждую страницу мы принимали втроем, прежде чем закончить. Когда мы закончили уже, основной костяк был сделан, и когда стали уже набирать на машинке, тогда пишущие машинки были только, тогда уже, конечно, это знали и Рома Чанба, знал и Вова Агрба, и Жора Шамба, и так далее, знали. Да, то есть письмо я не могу, не потому, что я очень скромный человек и скромностью хочу отличиться. А на самом деле это письмо было коллективное. Коллектив это не значит 130 человек. Втроем, вот эти трое, если я скажу, как я могу как бы в сторонку оставить Артура и Владимира Цвинария. Как могу? Не могу я никак. Не потому, что совесть это не позволяет, а потому, что и факты не позволяют мне этого сделать. Олег Несторович, вы очень интересно рассказали о предвоенной ситуации военной. Вот мне интересно ваше мнение. Как вы думаете, вот после войны, одержав победу, мы говорим, мы завоевали свободу и независимость, как с вашей точки зрения состоялась Абхазия как государство? И как вы оцениваете нынешнее состояние вот нашей республики? Самый тяжелый вопрос, конечно. Как я оцениваю уже... Во всяком случае, в тех публикациях, автором которых я являюсь, и других публикациях, с автором, который я являюсь, они там фактически изложены. Но в этой аудитории я могу тоже повторить. Конечно, я глубоко убежден. Война, особо выделяю я войну, конечно, война, она оставляет очень тяжелое наследие, но особенно послевоенный период мы пошли не тем путем.
здесь не важно для меня государство. Для меня важно народ. Государство без народа быть не может. Насколько это государство отвечает стратегическим и фундаментальным интересам народа. Я имею в виду не только абхазский народ. Этнический состав Абхазии давно изменился. Он является полиэтническим. Мы не можем исповедовать сегодня то, что исповедуют там нацисты, скажем, или еще кто-то другой. Значит, для истории, для нас, да и для окружающего нас мира, Кавказа и России, для истории чрезвычайно важен, что абхазский народ, народ Абхазии сохранился. А потому, как мы ныне развиваемся, не то что мы и другие очень мощные народы, а русский народ. Это же один из мощных народов. Русский народ, который создал Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чайковского, Репина. Русский народ, который имеет таких, скажем, ученых, Менделеева, Лобачевского, люди, которые создали науку в одиночку. Науку создали, не какой-то раздел науки, а науку создали. По геометрии Лобачевскому учатся и на Западе, и в Китае, и в Индии, химию. А вот Россия, обладающая такой мощью, да, значит, она тоже испытывает серьезные социальные, особенно духовные, интеллектуальные недомогания. А вот вчера уже передавали вот этот конгресс российской интеллигенции. Вот какие люди уже, черт его знает. А у нас, если Россия пойдет по такому пути, по какому она шла раньше, России тоже будущего нет. А, кстати говоря, будущее Манана, это лучше, чем кто-нибудь из присутствующих, я извиняюсь перед вами, лучше тебя никто не может понять. Вот у Китая есть свое будущее. У Индии есть свое будущее. Вы обратили внимание, как Моди вообще со своей матерью общался? Я, говорит, восхищаюсь своей индийской культурой. А там конфуцианство. Это совершенно другая социальная материя. Восточная, и индусы, и китайцы, и другие. А Россия как бы на стыке Востока и Запада, она имела тоже свою ориентацию. Такую ценностную, стратегическую, неуловимую, бесконечную такую ориентацию. Россия этого не имеет, а Россия пошла по западному пути. А теперь вот кто сможет повернуть назад? Запад, кстати говоря, в этом плане России помогает. Больше помогает, чем разрушает. А если Россия бы определилась, нам с вами было бы тоже легче определить, куда мы идем. Что мы хотим? Кто мы такие, что мы можем и что мы хотим? А сегодня, вот вчера слушал я передачу этого Михалкова. Идеологии нет. И нет у Путина, говорит, этой идеологии. Пока еще нет. А что такое идеология? А идеология вот это знаменитый ответ на знаменитых кантовских вопросов. У России этого нет сегодня. Раньше это, скажем, значит, это коммунистическое строй и так далее, это было так слишком таким, всяким и так далее, говорили. Но у них
у них эта идея была. То есть коммунистическое общество – это самое справедливое общество. То есть вот эта социальная справедливость, социальность, она ставилась во главу угла. А сегодня этого нет, но Запад сможет подтолкнуть Россию к этому. Тем более сейчас уже я вижу, идет тенденция к тому, что восточные страны как объединяются, как общаются, как строят свои взаимоотношения. И потому мы же маленькая страна, мы очень не самодостаточны. И мы, не ориентируясь на внешний мир, определиться она не может. А вот этих вот таких критериев внешних, по которым мы могли тоже определиться, тоже нет у нас. Мы же не можем, например, скажем, по западным ценностям, не потому что они плохие, но мы по ним не можем жить. То есть очень много, если я правильно вас понимаю, зависит от внешних факторов у нас. Ну а что зависит от нас, как вы считаете? От нас, вот граждан страны? Что зависит? От нас зависит то, что мы должны очень внимательно отслеживать, как идет развитие или процессы во внешнем мире. Соизмеряя с ними собственные ресурсы мобилизовывать для того, чтобы адаптироваться к внешнему миру и строить себя, не растворяя себя во внешнем мире. Да. Ну, есть ответ, я думаю, да? Спасибо. Пожалуйста. Олег Несторович, вы говорите о внешнем факторе. Конечно, для такого малочисленного народа, как мы, имеет чрезвычайно важное значение. Но столетия и тысячелетия мы существовали. Не просто существовали, но и жили. Скажите, пожалуйста, есть ли внутри нас какая-то сила, о котором мы так много говорим, насколько он значим для нас, как Апсуара, культура? Я хочу подчеркнуть культуру, потому что я знаю, вы очень хорошо не просто знаете, но исследовали и абхазскую культуру, и культуру горских народов Кавказа. Могут ли они вкупе с внешним фактором, внешними силами, внешними наблюдениями и наш внутренний потенциал объединить? Это один вопрос. И второй. В этом, чтобы осуществилась вот этот союз, государственные институты могут сыграть какую-то роль, и именно какие государственные институты могут нам помочь, чтобы самосохраниться нам? Самая большая проблема, на мой взгляд, сегодня, вот мы в известной степени возвращаюсь к Мананому вопросу с тем, чтобы ответить и на ваш. Сегодня больше всего, чего не хватает в абхазском обществе, это отсутствие элиты. Очень такой интеллектуальной элиты, которые могут реагировать на текущие процессы. А если мы обратимся вот в прошлое столетие, кстати говоря, у нас там была элита. Даже к советской власти Абхазия пришла со своей элитой. Они определили, что они хотели. Когда грузинская делегация приехала в 2018 году и обратилась к абхазской делегации, и общались они, как должны Абхазия и Грузия вместе построить государство, отдельное государство и так далее, и так далее, и так далее. Абхазская делегация как отвечает? Удивительно, как аристократично. Спасибо, говорю, большое, что вы приехали. И решили пообщаться с нами по такому вопросу. Большое, говорю, вам спасибо. Мы были братьями, и братьями остаемся, и вы по-братски поступили, приехав сюда и оповестив нас о своем намерении.
Но они говорят, но мы собираемся строить, создавать свое государство, восстанавливать свое государство. Но не только государство, восстанавливать и православную абхазскую церковь. Два вопроса они выдвинули. Два вопроса – это церковь и национальное государство. И они были абсолютно правы. И это подтвердилось на практике. Правда, церковь не смогли мне создать по сей день, но государство на самом деле создали они. Теперь, конечно, этой элиты, такой элиты нет. А вы посмотрите, мне нечего комментировать, вообще посмотрите, как мы формируем вообще государственную элиту сегодня, послевоенный период. Зачем далеко за примерами ходить? Это не тот правовой механизм, по которому можно избрать и создать эффективное государство. Это невозможно. И некого винить. Голосующий не может знать, каким должен быть президент. Голосующий не может знать, каким должен быть министр и каким должен быть депутат. Он не знает и знать не может. Партий нет. Политических таких структур партий нет у нас. И потому вот этой политической элита или вообще элита в широком смысле этого слова тоже нет. У нас на что пошло? Поветрие такое пошло. Чем больше званий, тем больше знаний. Да, а это, знаете, это очень опасный путь. Вот наши светила вообще не были академиками. Они были простыми докторами. И все. А наши Баграт Васильевич Шинкуба не имел столько почестей, сколько имеют иные поэты ныне. Не так, Валера? Может быть, что-то я не то говорю? Да. Он не имел, а это гениальный был поэт. Понимаете, значит, есть перевод его Пушкина. Прочтите на абхазском языке и на русском языке написано Пушкиным. Мне даже показалось, что Баграт Васильевич не чуть ли уступает, даже превосходит таланту Пушкина. И, знаете, это же имело значение одно присутствие вот такого поэта, известного поэта в Абхазии, которого знали и в Союзе, его присутствие на бюро. Какую роль оно играло, его присутствие? Не спросив Баграта Шинкуба и Георгия Дзизария, бюро не принимало никакого важного решения. Хотя они не были политиками, но они были очень авторитетными людьми. А вот таких авторитетов сегодня у нас нет. Это сказывается на народ. Это сказывается на все наше общество, это сказывается, понимаете? Вот мы сейчас очень сильно расщеплены, не соединены, как нечто, мы не образуем сегодня социального монолита, который был раньше. И потому нам приходится очень тяжело, но что касается перспектив, конечно, очень-очень тяжело. Кстати, сейчас многие ученые, специалисты по прогнозированию начали весьма осторожно вести себя, ибо мир, нынешний, текущий мир, трудно поддается прогнозированию в условиях нарастающего ускорения процессов. К чему эти процессы ведут, никто не знает и сказать не может. А вот мы говорим, что общество традиционное
старое общество, традиционное, примитивное и прочее. А там будущее прогнозируется. А там вообще будущее прогнозируется по Платону. И у абхазов тоже по Платону. А что значит по Платону? Будущее есть не что иное, как повторение прошлого. И люди знали прошлое, и, исходя из прошлого, судили о будущем. А теперь в нынешнее время оно действует в одном только отрезке. Нет прошлого и нет будущего. Вот это трехмерное измерение времени прекратилось в условиях таких процессов. Значит, сегодня мы же, чего греха таить, история не имеет значения, Валерия, сегодня. Вот только сейчас в России начали обращать, там Петр I, там еще кто-то такой и так далее, и так далее. А так вообще никакого значения не имеет. Что, для Чубайса имеет значение, кто такой Петр I? Да. И если нет истории, а вот этот вектор, траекторию мы построить никак не сможем. Будущее. То есть это какие-то отправные точки должны быть для того, чтобы судить о будущем. И вот это будущее, конечно, очень и очень трудно. Но, с другой стороны, я не хочу вот в такой нотке завершать свой рассказ. Я хочу сказать, что время, в котором мы сегодня находимся, оно сложное, тяжелое, но оно очень поучительное, заставляет человека думать. А вот там, в прошлом, в платоновском времени, там особо думать и не надо. А нынешнее время требует от человека, чтобы он думал. Думать в таком случае, да? Да. А мы с вами хотим как можно дешевле пожить. Да. Легче. Да. Спасибо, давайте завершим. Спасибо большое.